Друзья, добрый вечер, Севди Хелшин. Так, сегодня целый день. Ничего не делала, если честно. Ну, целый день не скажу. До обеда, конечно, занималась всеми своими делами, уборкой, то сё, готовкой. А после обеда начала заниматься своим ютубом. И хотела сделать себе, ну, заставку такую впереди, заставку, там, чтобы красивая картинка первая шла. Объясняла с девочками, мне не объясняли, но я чайник, друзья, у меня не получается. Сидела почти 2,5 часа, куда только пальцем не тыкала, что только не делала. Но у меня это дело не выходит, я не знаю, что мне делать. И вот уже просидев столько времени, выбежала уже вечер, зашла в 4, представляете, а сейчас уже, по-моему, 6:30. У меня птица орет голодная, все голодная, а я как дура сижу в телефоне. Вот что значит на старости лет рехнуться ютубом. Вот пришла кормить свою птицу. Главное, захожу сюда, вот эта вот сетка навалилась на вот этот, ну, на воду. Мои гусята, оказывается, без воды были, насколько давно, я не знаю. И кушать хотят. И там на улице гуси и утки уж кушать хотят. Это что-то. И это я себя еще считала себя правильной хозяйкой. Сегодня меня, не знаю, что-то на меня нашло. Ютуб меня совсем с толку сбил. Вот, девчата, мальчишки, не знаю, кто меня смотрит. Так, все-таки мне вчера сын сделал, друзья, двери, вот это вот место у меня было открыто. Вот видите, вот это вот место было открыто, и вот этой двери не было. Ну, конечно, желает больше лучшего, но хоть какая-никакая, но дверь. И теперь я с завтрашнего дня всю свою птицу сюда заведу, ну, эту мелкотню, кур и, ну, цыплят. Гуси, утки-то будут на улице. Потому что огород мой весь объеден. Мне даже показать помидоров нет. Да, они уже начали, зеленые помидоры есть, представляете? Красные. Чуть побурели, так это вообще и говорить не надо. Обожрали всю свеклу. Ну вот, вот так, друзья. Не знаю, сейчас немножко буду что-то готовить к вечеру. Наверное, что-то сниму, чтобы совсем ничего не снимать и не показывать. С ютубом в действительности у меня крыша поехала. Сегодня сама с себя смеюсь. Ну вот видите, даже сегодня не успела здесь убраться после вчерашнего нашего этого плова. И стол выносил, чтобы там себе продукты ставить. И стол, и даже не подмела, если честно, сегодня. Видите, вчера только мыла везде здесь. А эти мои цыплята опять мне тут нагадили. И вот, надо будет сейчас огурчики заносить. В кладовке порядок тоже надо делать, не делала. Короче, сегодня у хозяйки бардак. Друзья, ой, не знаю. Если бы какая-то молоденькая сидела, я бы еще понимала. А то старая старуха сидит на телефоне. Видите, только что кормить начала. И эту птичку тоже моя голодная. Ну, все голодная, все пить хочет. Я уже сама себя смеюсь. Ладненько, пошла им водички хоть налью. Добрый вечер, друзья. У нас сегодня опять запоздалый ужин. Я отвлеклась сегодня. Почти 2 часа с лишним сидела, разбиралась, как загружать, как что делать в ютубе. Никак не могла научиться. Перенажала все кнопки, но так и не научилась, если честно. А потом бегала, собирала всю птицу, кормила, поила. И время ушло, потом с коровой занималась. Ну вот, мой сын попросил, чтобы сделать наше национальное блюдо. Опять получается это ольгиш и картошка вареная и кодыр. Кодыр это топленое масло с творогом. Вот как переводится, если честно, я что-то даже не заинтересовалась, не знаю. Ну, я вам покажу, будете видеть. Так, тесто это то же самое, что я делала джапелиш. Я его замесила немножко из пол-литра, потому что нас только двое, мама уже поела, ей нельзя топленое масло. Я ей так легкий ужин сделала. Так вот.
И разбиралась, разбиралась, никак не разобралась. Решила, что я большой чайник. Ни в чем не могу разобраться, ничего не знаю, нервничала. Перенажала все кнопки, куда только я не залазила. Но так и не научилась, не знаю. Угу. У нас звучит азан. Видите, какой у меня поздний ужин. Так, друзья, видите, насколько поздно я делаю ужин, прозвучал азан. Ну, так получилось сегодня. Из-за ютуба. Сама с себя смеялась. Если бы я была молодой еще, ладно, а то в таком возрасте и просидела на телефоне больше 2 часов. Ну, в принципе, так и не разобралась с этим ютубом. Так, ну я сейчас уберу здесь и буду показывать, как я буду делать, ну, творог с маслом получается. Я не знаю, дословный перевод. Ну, вот, друзья, ольги готовы. Вот такие они получаются. Вот эти же лепешки, только без начинки, друзья. Так, покажу дальше, что я буду делать. Так, масло, по-моему, не видно. Вот. Масло растопила хорошенечко, чтобы было горячее. Творог накрошила, добавила желток, посолила. И теперь в горячее масло буду опускать этот творог. Ну, масло должно быть горячее, но не настолько, чтобы творог растопился. Ой, вернее, расплавился. Хорошенечко сначала нагреваем, а потом чуть-чуть остужаем его, чтобы брошенный сюда творог не растаял. У чеченцев, по-моему, сюда добавляют вареное яйцо, накрошенное, по-моему, потому что я как-то моя двоюродная сестра замужем за чеченцев. Я там у нее ела так, но, если честно, мне не понравилось. Обычно мы, ингуши, добавляем просто желток в творог, сырой желток. Так. Ну, сейчас я со штатива сниму и покажу вам уже готовый результат. На стол накрыт. Мы опять ужинаем с сыном вдвоем, но я, скорее всего, это не буду есть, потому что это жирное для меня, хоть и приготовила. Так, вот, друзья мои, ольги в разрезе. Видите, очень мягкие, вкусные, вместо хлеба. И можно в горячем виде, можно в холодном виде есть. Очень вкусно бывает с творогом и со сметаной. Но пока сметаны нет, пока болеет корова. Вот сегодня будет с картошкой, зеленый лучок и кодр. Ну, это топленое масло с творогом, как я сказала. Очень вкусное блюдо, друзья. Как раз к нам и гость пришел, сосед наш. Но показывать он себя не дает. Сейчас у меня еще колбаска, нарежу колбаску. Друзья, я сегодня, ну, вообще-то мы часто там покупаем. У нас в селе колбасный цех. И делают там очень вкусные колбасы. Сейчас вам покажу, какую колбасу у нас там делают. Ну вот и все. Сегодняшний наш ужин. Так, не поставила тарелки закусочные. Сейчас поставлю. Вот теперь все. Поставила тарелки. Сейчас будем есть. На этом все, друзья. Спокойной вам ночи. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И кто у меня уже в подписках, не отписывайтесь. Я думаю, вам будет со мной интересно.